Сегодня в Чебоксарах во Дворце детского и юношеского творчества состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В повестке дня, помимо подведения итогов прошедших выборов, значился и вопрос о кандидатуре на должность председателя Государственного совета Чувашии 6-го созыва. За ходом голосования следила моя коллега Светлана Позднякова. Результаты выборов в Государственную Думу России и Государственный совет Чувашии озвучены. Народные избранники в ожидании первых заседаний. На Охотном ряду в Москве депутаты в обновленном составе соберутся 5 октября. Чуваши там будут представлять 5 человек. Это Алена Аршинова и Леонид Черкесов от «Единой России», Анатолий Аксаков и Олег Николаев от «Справедливой России», от КПРФ Валентин Шурчанов. В Чебоксарах народные избранники Госсовета соберутся уже в этот четверг. В республиканском парламенте значительное большинство мест займут депутаты от «Единой России». Все они победили во всех 22 одномандатных округах, а по партийным спискам в Госсовет прошли еще 14 человек. Таким образом, «Единая Россия» усилила свое представительство в Чувашском парламенте, и фракция получила 36 голосов, а значит, она вправе предлагать своего кандидата на должность спикера. Но сначала его должны утвердить на конференции регионального отделения партии путем тайного голосования. На кресло председателя Госсовета Чувашии претендовали Валерий Филимонов и Владимир Викторов. В итоге победителем стал Валерий Филимонов. Его кандидатура и будет представлена на первой сессии Государственного совета Чувашии 6-го созыва. Светлана Позднякова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.